Уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые члены Высшего Совета Старейшин и Общественной Палаты Республики Саха-Якутия, как инженер-строитель, архитектор и коренной северянин, я остановлюсь на нескольких проблемах, касается вот этого направления. Я вспоминаю 1987 год. Семинар партийных работников в поселке Черский. Уже тогда Михаилом Ефимовичем Николаевым была высказана мысль о чрезмерной централизации и застройке Арктики малопривлекательными многоквартирными жилыми домами. Это касается прибрежных поселков Черский, Чакурдах, Нижнеянск, Тикси, ну и районные центры и отдельные поселки, по Арктике. И о необходимости перехода к индивидуальному жилищному строительству, усадебному типу хозяйствования на опыте севера Канады, Соединенных Штатов Америки, это Аляска, и скандинавских стран. На основе этого опыта Общественной палаты республики на заседании Президиума Совета по Арктике при главе по утверждению комплексного плана развития поселка Тикси до 2025 года в рамках реализации недавно утвержденной стратегии развития арктических зон республики было выдвинуто предложение о необходимости отдельной специальной концепции арктического градостроительства, учитывая экстремальные природные, климатические, геологические и транспортные особенности региона. И, надеюсь, они будут учтены в этой концепции многие предложения Михаила Ефимовича, как проекта 13-го национальной программы развития сельских территорий, демографическое развитие и в целом народосбережения Республики Саха-Якутия. Концепция имеет основную задачу перехода к малоэтажному и индивидуальному жилищному строительству, приближенному к точкам сосредоточения и развития традиционных отраслей производства, то есть создание комфортных условий проживания, труда, отдыха и безопасности для северян. Это касается в первую очередь оленеводов по всей Арктике и северу. И второе, животноводов по среднему течению северных рек Колыма, это Среднеколымск, где развито животноводство, Индигирка, это Абый и Мома, Яна, Верхоянский, и можно отнести Эвено-Батантайский Улус, где сохранилось чудом наибольшее количество коров якутской породы на сегодня. Не помешало бы, наконец-то, серьезно заняться с применением новых технологий строительства, энергообеспечения и связи, созданием достойных условий коневодам, рыбакам и даже охотникам, используя, например, изобретение таких энтузиастов, как наш Николай Александрович Находкин, который сегодня очень интересно выступил перед всеми нами. Можно привести ряд примеров не до конца продуманной политики прошлых лет, централизации застройки и удаления отрыва населения от мест производственной деятельности. А это во многом судьба и жизнь коренных малочисленных народов Севера. Все знаем, что за последние 30 лет с начала так называемой перестройки поголовье крупнорогатого скота и домашних оленей у нас сильно сократилось. В том числе оленей по статданным, у меня лежат минсельхозовские статданные. В 2018 году оставалось 154 тысячи голов оленей. Это на 43, это всего лишь 43% от показателей 90-го года, 1900. Это начало так называемой перестройки. Факторов, причин этого явления множество,
Но главное, конечно, здесь как бы общинам передали оленеводство, государство, естественно, от ответственности в данном случае ушло. 70-е, 80-е годы 20 века из благих пожеланий были построены, благоустроены поселки, в основном для оленеводов, застроенных двухэтажными жилыми домами из бруса и фенольформальдегидных фанерных панелей. Я почему подчеркиваю, поскольку это временные жилища. Это такие поселки, такой поселок, как Тополиный Тампунского района, поголовье домашних оленей за указанные 18 лет сократилось на 76%. Таймылыр, Булунский улус. В 1980 году было 10 781 голов оленей домашних. Сегодня 0. А в районе вот Булунском в 1961 году, вдумайтесь, товарищ, 42,8 тысяч голов оленей было, сегодня 14,5. То есть 33% осталось. Вот, ну, естественно, можно привести различные доводы, почему не развивается, там туда-сюда, оленеводство сокращается. Но парадокс в Устьянском улусе, например, вот в 90-м году было 32 тысячи голов. В 2005 году осталось 8 тысяч голов. А сегодня поголовье выросло до 26 тысяч. Это 4,5 раза, 3,5 раза увеличилось по сравнению, значит, с 2005 годом. То есть имеется же возможность, значит, развивать оленеводство в целом по северу, не ссылаясь на различные трудности. В чем дело-то? Дело в том, что вот такими благими пожеланиями, я не говорю, люди должны жить в хороших условиях, но палка о двух концах. Мы таким образом создали условия из кочевого образа жизни в оседлый образ жизни. И исходя из этого получился кадровый дефицит в оленеводстве. Молодежь не идет. Ну, естественно, есть проблемы финансовые со стороны республики по поддержке оленеводства. То есть в данных условиях уже реальных трудно, значит, менять что-либо в отношении благоустроенных поселков. И требуется, естественно, внедрение желания и внедрение новых форм, методов организации производства, естественно, соответствующих реалиям сегодняшнего времени. И в заключение, значит, два предложения. Предлагаю совещанию учесть вышеизложенное в моем выступлении в резолюции заседания первое. Ну, естественно, мы вместе будем корректировать. И второе, органам власти рассмотреть вопрос, я понимаю, это, скажу, это сегодня как бы невыполнимая проблема, рассмотреть вопрос возрождения заброшенных сел по всей республике. Она была начата, вы знаете, вот пожилые люди, вот мы знаем, значит, в последние годы советской власти очень хорошая политика была, но сегодня, к сожалению, наоборот, идет, значит, сокращение через так называемую оптимизацию социальной сферы существующих сел. А села не будет, его школы не будет, школы, значит, культурного учреждения не будет. Естественно, люди будут искать, где обучать своих детей. Люди уедут, села не будет, сельского хозяйства не будет, а это большой удар. Вообще, в целом, по большому говоря, значит, судьбе нашей нации. Вот, и вот это вот вопрос возрождения
Я говорил, значит, было начато в советское время, но осталось нереализованной в силу известных политических событий. Вот. И в данном случае, естественно, нашим органам власти надо крепко задуматься, если мы хотим действительно, значит, развивать сельское хозяйство, действительно хотим заниматься усилением, значит, вопросов народонаселения, проявить определенную политическую силу. Спасибо.